Стоп, сейчас будет. Команда Баш РТС. Звучат государственный гимн Российской Федерации и гимн Республики Башкортостан. Представляем арбитр сегодняшнего матча судьи Федерации хоккея России, главный судья Ильшат Кадыров, Александр Степучев. Доброго воскресенья, уважаемые зрители и болельщики. Всех рад приветствовать. У нас очередные матчи в рамках Башкирской хоккейной лиги. И первыми, так скажем, удача выпала сегодня открыть этот уикенд БХЛ командам Управления Федеральной службы исполнения наказаний и, соответственно, команде Баш РТС. Это у нас распределительные тепловые сети башкирские. УФСИН по левую руку от нас в форме темный.
А РТС играет в светлых цветах. Матч начался, БХЛ, сезон в разгаре, поговорим обо всем по порядку. Давайте, пока у нас не начали забивать, наверное, с составов начнем. Так, да-да, все верно. Судья-информатор, мой коллега диктор подсказал, кто обороняет ворот своих команд. Начнем представление с номинальных гостей. Это команда распределительных тепловых сетей. Два голкипера в заявке сегодня. Вадим Вильданов, номер 1, и Илья Варич, номер 23. Вот, как подсказал коллега, что в раме ворот стоит, обороняет раму ворот Илья Варич. РТС с первых минут. Полевые игроки: Никита Орлов 8, Роман Хаматханов 9, Андрей Чернов 10, Рустам Латыпов 12, Данил Матвеев играет под номером 21, Михаил Фролов 28, Альберт Гаянов 69, Альберт Минигулов 77, под номером 78 играет Виталий Филатенков, Александр Харитонов 83 и Эдуард Вахитов 88. Также Илья Матурин замыкает заявку полевых игроков под классическим своим номером, который выступает на 99-м. Все внимание на экраны, матч в разгаре, пока сверхъестественного мы, собственно, ничего такого особо не увидели, да, но тем не менее присматриваются команды друг к другу, и я думаю, в ближайшее время уже что-то мы понаблюдаем из серии, как минимум, опасных голевых моментов, или, может быть, даже если повезет, и взятие ворот. Так, была у меня небольшая опечаточка в заявке, я ее, с вашего позволения, поправил. Теперь могу сосредоточиться на своих служебных обязанностях далее. Чатик нашей трансляции активен, дорогие друзья. YouTube-канал прекрасной башкирской хоккейной лиги. Присоединяйтесь к чату, подписывайтесь на канал. 22 человека на трансляции. Не так уж и много, но в то же время и немало. В перерыве, возможно, нам оператор покажет, какое количество людей присутствует у нас в малой Уфа-арене. Ну а мы давайте, с вашего позволения, продолжим по составам и уже закроем этот вопрос с представлением команды Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Вильдан Валишин — единственный голкипер, который заявлен, номер 30. Именно он обороняет ворот своей команды. Игорь Репш, полевые игроки пошли. Игорь Репш 7, Андрей Кочетков 10, Андрей Князев 19, Андрей Горбунов 24, 33, Артем Горбунов, Павел Кукшев номер 36, Антон Муфтахудинов номер 43, Александр Мильевский 55, Игорь Гайнишев номер 78, 80 Артур Гильванов и 91 номер это у нас Азат Тагиров. Да, слышу я кричалки из зала, Усин чемпион, кто-то из разряда совсем юных болельщиков пришел поболеть за команду УФСИН, и это в целом отрадно, да, звучит, приятно слышать детские голоса на трибунах Уфа-арены. В атаке у нас РТС, ну, как-то не замысловато, но тем не менее Хаматханов, да, взял на себя инициативу, прокатился по левому бортику, но вот уже на сближение с Валишиным какими-то особыми действиями, конечно, похвастаться не смог. По-моему, поторопился я, когда сказал, что обороняет ворота Илья Варич у распределительных тепловых сетей, потому что вижу я там, по-моему, Вильдана. Чуть у нас опустится обзор, да, на правую сторону, да,
я еще раз внимательно посмотрю и по возможности до вас эту информацию донесу. Ну а если вдруг вы уже знаете, кто там обороняет раму ворот в команде РТС, то можете написать в чатике нашей прекрасной трансляции. Так, Гаянов, бросок довольно-таки дальний, да, обратите внимание, от синей линии практически здесь бросал Альберт Гаянов. Ну, браво, говорим мы Вильдану. Да, все видим, все правильно. Вадим Вильданов обороняет ворота команды РТС. И вот спасибо нашему оператору, который нам показал, да, зрителей на трибуне. Малой арены. Зрители есть, пришли поболеть за свои родные клубы. И в целом это очень радует. А мы продолжаем дальше. Для любителей хоккея, наверное, это не новость, но тем не менее, возможно, кто-то смотрит нашу трансляцию. Вчера у нас в рамках КХЛ состоялась игра Салават Юлаев и принимал у себя в гостях казанский Акбарс. Несмотря на то, что юлаевцы проигрывали со счетом 0-1 в первые отрезки матча, вот удалось им одержать победу по итогу 2-1. Завершилась эта игра, и пока я доводил до вас эту информацию, уже у нас первое удаление в составе РТС. Сейчас УФСИН будут играть в большинстве, ну и в теории, наверное, это возможность, да, открыть счет в этом матче, воспользовавшись реализацией большинства, когда находятся они с преимуществом на одного игрока. Посмотрим, как будет. Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас у нас Игорь Репш владеет шайбой, да и в целом инициативой, да, обыграл практически здесь одного игрока, но вот потом впоследствии уже заработал нарушение правил, и сейчас мы с вами будем наблюдать, как играют в пятером представители УФСИНа против своих соперников. Повтор момент на ваших экранах, там какое-то было легкое такое негодование, да, со стороны РТС, но в рефере, что, собственно, случилось? Ну, что случилось? Нарушение правил случилось, да, здесь об этом, конечно, поспоришь. Чернов чуть подальше сел, потому что отбывать ему свой малый штраф слегка так подольше, нежели ему коллеги. Ну и да, досадно. Репш сейчас на синей линии не справился, да, с игровым снарядом. И как указывает нам рефери, что его все-таки пересекла шайба синюю линию положения вне игры. Так, Салават Юлаев, Акбарс 2-1. Эту информацию я донес. Если кому интересно, Хмелевский и Агирчук отличились за этими ворот в тех матчах. Ну а мы давайте все-таки поближе как-то, да, башкирской хоккейной лиги. Кстати, дорогие друзья, можете написать в чате, как всем известно, что на радио Energy БХЛ разыгрывает свои крутые подарки, да, проходят в Телеграме и в WhatsApp радио Energy. Вот, внимательно говорили, вы слушайте эфир, принимайте участие в интерактиве и выигрываете крутые подарки. Скажу честно, сам на радио Energy не был, участия не принимал. Вот, может быть, кто-то из тех, кто смотрит нашу трансляцию, да, что-то выиграл или принимал какое-то участие. Хотелось бы тоже от вас услышать какую-то некую обратную связь. Если есть таковые, пожалуйста, напишите нам в чатике, да. Может быть, действительно кто-то выиграл или принимал участие в конкурсе, хотя бы просто рассказать, как это волнительно или нет, да. Едем дальше. Кстати, символику БХЛ уже планируется запустить в ближайшее время. Нужно будет приобрести ее как минимум на сайте bhl-sport.ru. Там будет организован. Ну, он сейчас как бы есть, да, магазинчик. Вот, ну, насколько я владею информацией, по-моему, еще не функционирует. Да, даже цены еще не проставлены. Но очень крутые вещи на самом деле. Футболки, худи, чехлы, спортивные бутылки, значки, кружки, шарф. Вот, ну, просто вся атрибутика БХЛ. И, дорогие друзья, если мы все вместе будем немножечко поактивнее спрашивать на эту тему организаторов, возможно, ну, как-то так побыстрее, да, пойдет этот процесс, когда уже все-таки организаторы
с организаторов будут, ну, не то что требуют, но более активно спрашивают. Конечно, запустят, конечно, все будет, вот, но если мы в этом плане немножко посодействуем, то, я думаю, в теории это может быть слегка побыстрее. А с другой стороны, раз уже разыгрывают на радио, значит, есть, да, вот именно пока магазинчик на сайте, по крайней мере, не функционирует. Так, Гильванов на левом фланге, какая-то перечная передача, да, предполагалась сейчас, по-моему, на Теплова, но в итоге откатились они в свою зону, а здесь опасно. Альберт Минигулов вырвался на оперативный простор и бросок неплохой наносил в сторону ворот Ильдана Валишина, но пока не наиграли еще команды, да, как показывает нам табло, до голов. Но вот, ой-ой-ой, а может быть здесь сейчас, ну как же так? Вадим Вильданов, браво! Отражает удар, и вот этот выход 1 на 1, да, казалось бы, но вот сейчас, вот-вот, уже сейчас будет гол, но нет, еще пока проверяют на прочность игроки БХЛ наши, так скажем, эмоции, да, зрителей. Казалось бы, на грани сейчас забьют, но пока еще нет. Радоваться рано. Тагиров в очередной раз заходит, и тут поднята рука арбитра, будет у нас очередное удаление. Турнирная таблица выглядит на данный момент следующим образом. Команда УФСИН лидирует в ней, да, из 6 команд занимает они уверенно первое место. 10 игр провела команда, из них 8 выиграла. В основное время одну игру в серии после матчевых бросков забрала команда УФСИН. Вот один проигрыш, соответственно, по шайбам 53 заброшены, 16 пропущены, очень такие, знаете, уверенные показатели у УФСИНа, но хотелось бы тоже отметить, что очень активно наступает на пятки там Транснефть Урал. Вот, и более того, скажу даже, что у них всего 9 игр сыграно, а по очкам у УФСИНа 26 в зачете, а Транснефть Урал на данный момент 25 имеет. И здесь, вот учитывая то, как Транснефть проведет следующий свой матч, знаете, может быть и получится так, при условии, что Транснефть выиграет, то в теории в рамках турнирной таблицы может и опередить, конечно, УФСИН, но на данный момент это лидер. Богата у нас игра, точнее первый отрезок на удаление, но, так, к сожалению, голевых моментов мы пока не наблюдали особо. Князев удаляется в составе УФСИНа, и здесь РТС. Хорошая возможность начать как-то забрасывать, открывать счет. Вахитов шайбу, бросок дальний, но не точно. Да что ж такое-то, не может найти у нас шайбу, да, Антон Муфтахуддинов. Он потерялась она у него, что делать-то, да, не до шуток. Здесь и слева посмотрел, и справа, просто когда он смотрел налево, она была справа, а когда он смотрел направо, она была слева, но тем не менее не видит ее Антон, не увидит. Забавный момент, но, возможно, нам или мне, да, это радостно смешно. В тот момент Антону, наверное, было не очень смешно. Бросок с неудобный, Филатенков действовал отлично, но, к сожалению, был не точен. Снова Филатенков, Виталий. Так, а здесь может уже в контратаку убегать команда УФСИНа. Это Азат Тагиров, а значит, это всегда опасно. Поборолся, смотрите, как положил на лед защитника РТС, и более того, вторым темпом попытался как-то сохранить эту атаку. Ну, не знаете, честно говоря, никого особо из партнеров я там не увидел, да, кто бы, возможно, подъехал к Тагирову
и как-то помог, посодействовал решению этого вопроса. Вот, а здесь тоже загадка. Поэтому на данный момент пока больше вопросов все-таки к коллегам Тагирова, где были они, собственно. Понятно, что где-то находились там, возможно, в обороне, в районе средней зоны, но тем не менее все-таки командная игра это дело такое, что и обороняемся вместе, и в атаку идем вместе. Команда всем играет в полном составе. Последняя минута первого периода. Крайняя минута у нас остается. Гаянов, дальний бросок, но получается он блокированный. И тут в отрыв уходит Князев, который буквально вот-вот находился на скамейке штрафников. Но просто так Вильданова не возьмешь. Что-то более интересное требуется от представителей команды УФСИН для того, чтобы открыть счет в этой встрече. Так, 2 в 1 защитника здесь, не считая Вильданова. Князев с коллегой были архитекторами той атаки. Смотрим, наблюдаем за действиями Игоря. Вертикальный пас, но уже сирена. Отдыхаем, дорогие друзья, немного и совсем скоро вернемся. Let's go. Так, дорогие друзья, попали и мы с вами, да, немножечко в это селфи, которое делают там болельщики прямо на трибуне. Запечатлели момент. Ну а тем временем второй период встречи УФСИН и Баш РТС. Пока, к удивлению, счет у нас не открытый. Мы говорили о том, что УФСИН это лидер турнирной таблицы, и как-то предполагал я, что возможно побольше инициативы будет от них. Но, тем не менее, на равных проходит в целом игра. Турнирной таблице и положению УФСИНа мы поговорили. Так вот, Баш РТС идет на 6-м месте. В турнирке занимают они последнее место, но нет, здесь открывает счет. Все-таки команда УФСИН. И давайте посмотрим на повторе, как же это было. За ворота прокатился у нас игрок, точная передача, и уже закрывал все это дело Антон Муфтахуддинов. Ну да, все верно, классный пас, несмотря на то, что и Вахитов, да, обратите внимание, в целом-то находился на месте на своем рабочем и выполнял функцию защитника, но вот Антона каким-то образом оставили там одного, неприкрытого, соответственно, за это и поплатились, да, так скажем. Баш РТС в турнирной таблице на последнем месте у нас располагается. Ни одной выигранной игры в основное время у этого коллектива нету. И вот лишь одна победа в послематчевых бросках. 17 шайб забили, 49 пропустили, 4 очка в зачете команды распределительных тепловых сетей.
Макурин. Ну, довольно высоко, да, обратить внимание, подходит Уфсин, демонстрирует нам такой высокий прессинг соперника. И вы знаете, что-то из этого в целом-то получается. И иногда интересно. Сейчас в атаке у нас РТС Орлов. Нет, перехвачено. А здесь Князев вдоль бортика. Кто будет на подборе первый там, тут уже Латыпов из оппонентов. Но в результате борьбы шайбу теряет. Тагиров под свой контроль ее берет. Гильванов. Через Репша, по идее, можно здесь сыграть. Он открытый, и никто его там, собственно, не придерживает. Муфтахуддинов сегодня отличился уже одной шайбой. Но пока до второй еще как бы получается рановато. Ой-ой-ой, какие болельщики у нас. Да водичку попивают. Ой, вкусно, вкусно. Так, 10-й тур БХЛ. Это те игры, которые проходили да, на прошлой неделе. Кстати, 43-й номер, мы обратили внимание оператора, отлично. Это, по крайней мере, в Уфсине под 43-м номером играет Антон Муфтахуддинов. И очень интересно, наверное, предполагаю, что родственники Антона. Судя по возрасту, могу предположить, но боюсь, что это говорить, я вдруг не угадаю, и получится ситуация досадная. Уфсин, 43-й номер, Сергей написано, но играет под ним Антон Муфтахуддинов. Так, 10-й тур БХЛ, это те игры, которые проходили на прошлой неделе. Хотелось бы тоже их немного озвучить, да, возможно, есть у нас на трансляции те люди, которые не знают. Так вот, Уфсин встречался с командой «Уралец». Завершилась встреча со счетом 1-4 в пользу Уфсина. 4 шайбы. Авторами заброшенных голов были Игорь Ганишев, Антон Муфтахуддинов, Андрей Князев отличился. И также одна шайба, по-моему, была за Азатом Тагировым в той встрече. Что касается РТС, то этот коллектив встречался с командой Беск. 4-2 исход матча, не в пользу РТС. Заброшенные шайбы были на счету Андрея Чернова и Алексея Печорина. Да, и как раз бы сейчас какую-нибудь вот из них, да, РТСу слегка отыграться. Думаю, я надеюсь, болельщики, что это будет. Чернов, Печерин. Но вот если Андрей Чернов сегодня принимает участие под номером 10, то Алексея Печерина мы в заявке не видим. А так, наверное, требовалось бы, да, сейчас. Боевое мастерство помогло бы в теории Уфсину. Ситуация, может быть, немного иначе бы выглядела. Так, поставили Вильданова. Слегка выйти из своих владений. Ну и, собственно, правильно, наверное, что он так и сделал, потому как приближалась там угроза с той стороны. Так, крупным планом. Да-да, я понял. Спасибо нашему оператору. Показывает нам Антона Муфтахуддинова. И автора забитой шайбы исполнения Уфсина. Ну, соответственно, того юного болельщика, который сейчас попивал вкусную водичку. Ай-яй-яй, досадно, теряет равновесие игрок, и можно убегать уже здесь представителям РТСа. Но вот что-то пока не клеится у них игра. Да, Харитонов, по-моему, там Александр. Попытка была неплохая, скорость, конечно, хорошая, но на подъезде как-то звезды были не на его стороне. А здесь один против всей команды. Да смотрите, как просто словно ракетой, да, устремился сейчас Азат Тагиров.
обыграл практически всех. Гаянов. Потому что пришел Фролов, но это пока не помогает. Здесь у нас бросок. Но в исполнении Псина был не точен. Реп за воротами. Макурин, по-моему. Это был... Так, ну Тахудинов, по-моему, пошел за дублем, да, как я вижу, рука арбитра у нас поднята, и что? Будет удаление. Судя по всему, в составе РТС, да, давайте посмотрим на повторе. А что вот здесь? Мешали, препятствовали, что ли? Макурин рукой взял шайбу и передвинул ее дальше, но... В любом случае арбитр у нас находился рядом, да, и мы видим, что Макурина удалили. И, судя по всему, именно вот за то действие, которое он совершил, именно... Да, задержку шайбы руками. Вот такая формулировка. Я отправился отбывать свой малый штраф в размере 1 минуты игрового времени. Ну а мы двигаемся дальше. Горбунов, Андрей. В зону зашел чисто. Тут уже подключается Пупшев. Ну, не клеится пока атака ни у ФСИНа, ни у РТС. Честно говоря, если мы как-то у нас первый период так относительно ровно смотрели с коллектива, то сейчас, к сожалению, РТС как-то они смотрятся не так увереннее, конечно, как в периоде первом. Но в целом только лишь радуются. А вот он, тот самый болельщик. Привет, Серега. Как-то не клеится игра, да, у РТС, вот лишь какими-то одиночными выпадами могут они попасться, но кто-то должен взять ситуацию в руки, проявить характер, и почему бы не Никите Орлову, допустим, да, как сейчас, попытаться сделать это. Тагиров направо, тут уже подключается Гильванов, на двоих что-то пытается разыгрателя придумать. Репшат синий, бросать, похоже, не будет. Да, это наброс или больше на передаче на Гильванова было похоже. Ой-ой-ой, как демонстрирует нам Валишин, да. Взял шайбу в свою клюшку и с разворота буквально. Макурин на льду сразу побежал на сменку. Звено в данный момент не его. Кстати, о Звеньев, если говорить, то у нас получается, что фактически, ну, полноценные 2 пятерки играют команды. Судя по заявке УФСИНа, здесь у нас получается 11 человек, а вот в составе РТС 12. То есть как бы 2 пятерки плюс так 1 или 2 игрока, в зависимости от команды, на запас. Чернов забивал в прошлой игре, может забить и в этой. Передача на Фролова, снова Чернов, но не точно. Вахитов вдоль борта. Непонятно, кому отдавал, но в любом случае в данный момент Андрей Князев. В тот момент контролировал шайбу. Здесь Пупшев. Павел, может, и умеет. Вы втроем, да, поговорили, как-то постояли, так как-то. Вот это, знаете, так бывает. А на входе в арену, да, смотришь, стоят втроем, разговаривают. И вот почему-то так показалось, ну, не то, что игра. Стоят мужчины. Беседуют беседы.
Бросание в зоне белых. Князев бросок на месте Вильданов. Смотрите, как разошелся-то, да, Пупшев там сразу два броска. Вот если первый пришелся Вильданову, то второй уже куда-то там в район лицевого борта устремился. Филатенков по диагонали на Орлова. Перехваты можно делать здесь вторую, что, собственно, и демонстрирует нам браво Азат Тагиров. Если не получилось в первый раз у Азата, то вторым темпом он продемонстрировал нам все-таки свой шедевральный бросок. Смотрим. Раз, и уже на добивании в дальний створ ворот, который оставил без контроля Вадим Вильданов. Не сказать, что с легкостью, но со второй попытки все-таки Тагиров его пробивает. 2-0 за 3 минуты до окончания второго периода. Ну и на данный момент, да, я думаю, что уже заждались болельщики РТСа каких-то более активных действий от своей команды. Ну, как бы 2-0, я не думаю, что их устраивает такой счет. Как-то нужно свою игру перестраивать распределительным тепловым сетям. Репш. Подсказки из зала, да, у нас уже здесь поступает. Как лучше в этой ситуации? Ой-ой-ой. Столкновение на синей линии. Давайте посмотрим еще раз на повторе. Репш. Что здесь? Атака игрока. Не владеющего шайбой. Репш. Отправляется Игорь. В ближайшее время проведет в штрафном боксике. Ну и РТС, насколько я помню, уже третье большинство сейчас будет у этого коллектива. И вот, ну, давайте так, типа, а что еще нужно этой команде, чтобы как-то открыть, да, счет, размочить, не побоюсь этого слова. Вильданова, Алишина. Харитонов играет вдвоем с Матвеевым. А нет, Фролов это, прошу прощения, не Матвеев был. Осмотрелся. Так, Гельванов. Мариевский просит передачу, постучал по льду. Конечно, плотная оборона там. У него было неприятное столкновение возле борта, но вроде как бы все в порядке, поднимается. Последние минуты второго периода. Доиграл Кувсина, но не меняет это сути дела, потому что отправляется на скамейку штрафников у нас Рустам Латыпов. Ну, да, знаете, вот как-то в этой ситуации все, наверное, отчасти сами придумали себе проблемы, и все отчетливо слышали, что кто-то из болельщиков считает также. Не сказал бы я, что счет такой уж прям супер-мега разрывной, что можно позволять себе ошибаться в своей зоне команде UFC. Ну, последние секунды, и, скорее всего, у нас крайняя атака уже в этой четверти. Да, все верно, перерыв, отдыхаем, дорогие друзья.
Недолго музыка играла. Третья четверть. Точнее, третий период. Четверть, наверное, все-таки когда 4, да? Здесь где-то по аналогии баскетбола. Ну, я так слегка заблудился. Но третий отрезок матча, в общем, 2-0 ведет УФСИН. Продолжаем играть в формате 5 на 5. Вот пока на данный момент каких-то ответных действий от РТС я, к сожалению, не вижу. Больше они проводят времени в обороне, у себя поджались. А этим моментом, собственно, пользуются у нас представители УФСИНа. И, конечно же, большое давление сейчас оказывается на Вадима Вильданова. Крупным планом он был сейчас на ваших экранах. Тагиров. Худинов. Здесь уже Гильванов принимает на себя. Теплов на синей стоит открытый. В теории можно разыграть на него. Снова Гильванов на синюю. Там вдоль борта. Кто будет на подборе первый? Гаянов за своими воротами, но то вдоль бортика отдал. И да, здесь на всех парах пробует Альберт Минигулов как-то убежать от преследования, но на данный момент не получается. Гаянов предпринимает попытку, Альберт, ну, как-то, знаете, не уверенно, да, теряет равновесие. Игрок. Но на этом фоне не прекратилась атака белых. Одна из немногочисленных. Орлов пропускает через себя. Благо здесь у партнера. Нет, не партнера. Здесь Азат Тагиров уже на всех парах мчится. И смотрите, как Тагиров, да, почувствовал, что Вильданов там куда-то улетел далеко. Контратака в исполнении белых. Смотрим 3 в 2. Вот уже подкатился третий. Это у нас Филатенков. Он был сейчас шайбой. И что? Снова здесь у нас уже полноценный выход 1 на 1. Показалось мне изначально. Гильванов, но нет. Находился Альберт Гаянов на позиции защитника. И полноценно Артуру Гильванову не дал повести эту атаку. Так, дорогие друзья, уикенд у нас в башкирской хоккейной лиге только в самом разгаре. 17-15 у нас проведет свой матч команда Уралец и БГК. А вот 18:45 ожидает нас встреча Транснефти Урал и команды Блеск. УФСИН контролировала шайбу. И вот хотелось бы отметить Артур Гильванов, да, бросок был мощный. По-моему, перекладину он попался, и уже перекладину попала шайба, и уже рикошетом направилась в ухо створа ворот. Но в целом, как эпизод, выглядело очень даже так интересно. И куда-то в зрительный зал, по-моему, у нас улетела шайба, если можно
Может быть, кто-то ее и из болельщиков фирменную шайбу БХЛ унесет домой в качестве сувенира сегодня с собой, да? Теория возможно такое? Матханов через право разыгрывает здесь Вахитов. Положили его на лед, продолжает его начатые дела Никита Орлов. Дальше Хаматханов. Наброс на ворота не точно. Вахитов. Князев берет инициативу в свои руки. И вот с неудобной руки производил бросок еще из-под защитника, да. Андрей Князев. Но стоит отдать должное Вадиму Вильданову, который контролировал процесс. Быстрый розыгрыш не получается у РТС. Возможно, здесь что-то они нам предложат. Никита Орлов совершал бросок по воротам в надежде, что возможно будет рикошет, а за это время кто-то из партнеров уже успеет подкатиться в зону соперника. Ну, нет, пока задумки РТС неплохие, давайте скажем дружно, но не проходят. Потому что УФСИН навязывает свою игру и демонстрирует, судя по сегодняшнему, по данному счету, в данный момент, ну, более такой, да, интересный, сильный хоккей, навязывает свой темп какой-то некий, больше времени они проводят в атаке. И здесь, соответственно, дает это свои плоды. Команда УФСИН в результате чего и больше забрасывает. С передачи Андрей Кочетков, номер 10, и Андрей Кочетков, номер 24. Макурин. Чернов за своими воротами. Восточный. Орлов уже в средней зоне не справляется. Тут Мухтахуддинов препятствует ему. Шайба у Чернова вдоль борта. Макурин. Да, ну вот казалось бы, такие элементарные вещи, да, как выход из зоны, добивание и очередной гол демонстрирует нам представитель команды УФСИН. Это у нас Артур Ильванов. Забрасывает четвертую шайбу за свой клуб в рамках сегодняшнего игрового дня. И давайте разберемся, попробуем разобраться, что предшествовало, собственно, этому. И мы вспомним, что испытывали трудности на выходе из своей зоны, допустили ошибку в передаче и игроки Баш РТС. И уже... С передачи Азат Тагиров, номер 99. И Антонов Тухудинов, номер 43. Шайбу забросил Артур Ильванов, номер 80. В команде Баш РТС замену вратаря. За 7,5 минут наконец-таки мы видим Илью Валича, ворот команды РТС. Насколько помню, я честно не могу даже припомнить, когда наблюдал его крайний раз в раме ворот. Но вот в этом году, возможно, я по каким-то причинам уважительно пропустил матчи БХЛ, да, и там кто-либо из моих коллег комментировал, но вот лично я как бы не встречал матчи, где был Илья. Всегда практически он есть заявки, но вот, как правило,
Я так понимаю, основным голкипером выступает Вадим Бельданов у РТС. Здесь, конечно же, интересно будет посмотреть и на игру Ильи Валича. Мариевский. Лов налево. Уфсин чемпион, нам подсказывают. Ну, пока да. Если исходить из турнирной таблицы, то на данный момент Уфсин чемпион. Но уж, как и говорил ранее, очень плотно там на пятки наступает Транснефть Урал. И интересно также, как они сегодняшнюю игру сыграют. Транснефть. Уфсин на данный момент ведет и пока понимаю, что играть еще 5,5 минут. Здесь выход на оперативный простор. Двоих игроков РТС. Но что-то опять идет у них не по плану. Матханов. То ли с партнером хотел разыграть, то ли бросить. А может Чернов? Нет, тоже не точен. Репш. Ну, давайте отдадим себе отчет, что как-то оживились все-таки игроки РТС. Больше стали атаковать. Время, конечно, все меньше и меньше становится. И от этого его не прибавляется. Вот, но тем не менее, какую-то активность в команде мы наблюдаем. Первый период казалось вообще, что команда плюс-минус играет на равных, но вот уже во втором периоде РТС как-то выглядели поактивнее, да, дорогие друзья? Указывает арбитр на то, что выбрасывание будет в центральной зоне, в центральном круге. Время идет. Вот, как-то по игрокам не определились. Ага, все вижу. Ждали Андрея Князева. Точнее, его тезку Кочеткова. Пока встанет он на свою позицию. Время чистое у нас, поэтому здесь, конечно, побыстрее нужно возвращаться в моем поднимании игрока. Лучшов. Зарубился сразу с двумя. Вот в результате этой борьбы шайбу потерял. На Орлова была передача, но как-то, по-моему, он об этом не знал. Альберт Гаянов. Дальше на Макурина. Макурин вдоль бортика Минигулов. Вот в очередном моменте испытывает определенные сложности представители команды РТС на выходе из своей зоны. Но благо разобрались. Минигулов. Латенков. На синей линии замыкает уже Гаянов. То ли бросал, то ли что сделал. Ну, в общем, непонятно. И соперников, и сам себя где-то местами обманул, пользуется этой возможностью коллектив Уфсина. И Андрей Кочетков сорвал овации и аплодисменты зрителей. Давайте посмотрим еще раз. Здесь с Горбуновым разыграли они на двоих. Точный пас на Кочеткова. В исполнении Горбунова. И пятая побывала в воротах распределительных тепловых сетей. Ну, к слову, будет сказать, это первая шайба, которую пропустил Илья Валич после... Зрители ликуют. Тагиров.
Репш. Последние 3 минуты третьего периода. А вот сейчас ошибается Уфсин. Остается 2 минуты у нас до окончания этого матча. Ну и давайте будем честны, дорогие друзья, отыграть 5 шайб, наверное, не получится, да, у РТСа. Но вот хотя бы в теории Гол Престижа-то организовать, я думаю, коллектив наиграл сегодня как минимум на одну шайбу. Ряд моментов они создавали по ходу встречи, но реализация, к сожалению, не на их стороне сегодня была. Но на одну точно наиграли, поэтому, если она будет реализована, я думаю, болельщики распределительных тепловых сетей идут в более приподнятом настроении. И также сухими из воды не получится выйти с этого матча у представителей Уфсина. Агиров назад, никто никуда не торопится, тянут время, Репш на Теплова, Теплов по диагонали дальше. Теплов, бросок на месте Варич, как здорово вышел, будет ли добивание здесь, и браво Варич. В падении уже отражает второй темп атаки, там еще и потом кто-то наносил бросок, я уже не разглядел, конечно, но момент демонстрирует нам очень интересный голкипер распределительных тепловых сетей. Золотой перчатку, конечно, не тянет, но на подборку лучших хайлайтов с вратарями и с сейвами башкирской хоккейной лиги однозначно по итогам сезона зайти может. Матч окончен, дорогие друзья. Уфсин уверенно одерживает победу в этой встрече. РТС сегодня уступила, но я думаю, ничего страшного, все победы еще впереди. До новых встреч на башкирской хоккейной лиге. Дорогие друзья, разрешите откланяться. Всем пока.